В каких таинствах не может участвовать прихожанин? Когда отмечается Яблочный Спас и какому празднику посвящали свои стихи Блок и Есенин? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». Из всех священных действий, которые совершаются в православной церкви, наибольшую значимость имеют таинства. Само слово «таинство» означает что-то сокровенное, таинственное. У одного из святых отцов вообще храм сравнивается с Царством Небесным. И, заходя в храм, человек видит в нем вроде бы привычные вещи. Он видит изображения, но это не картины, это иконы. Он видит пение, то есть слышит музыку, но это не простая музыка, это молитвы. Человек встречает здесь особый запах, и этот запах символизирует присутствие Божие, запах ладана или фимиам. Человек видит воду, но и даже вода здесь непростая, это освященная вода. То есть в церкви, в храме Божием все превосходит само себя, все указывает на некую особенную, потустороннюю, мистическую, таинственную реальность. Также и таинства. Именно они приоткрывают для человека новый мир, параллельную вселенную, где царствует сам Господь. Таинства имеют божественное происхождение, поскольку установлены самим Иисусом Христом. В каждом из них сообщается христианину определенная благодать, свойственная именно данному таинству. 7 таинств, через которые сообщаются дарования Святого Духа, соответствуют всем главнейшим потребностям нашей духовной жизни. Всего 7 таинств церкви. Будем исходить из того, церковь, человек, когда приходит, прежде всего он крестится, тут же во время крещения происходит второе таинство миропомазания, потом человек регулярно должен приходить в церковь, причащаться, после 7 лет должен исповедоваться, вырастает, женится, таинство венчания. Когда человек заболеет, то он приходит на таинство елео священия, то есть соборования. И 7 таинство, таинство священства. Это не для всех, это когда человек либо становится диаконом, либо становится священником, то есть таинство рукоположения, когда человек принимает сан. Вот таких основных 7 таинств церковных у нас существует. Господь хочет нашего спасения, и для этой цели Он ввел церковные таинства, чтобы люди смогли приобщиться через них благодати, которая действует таинственным образом. Сегодня мы считаем, что в церкви таинств 7. Однако далеко не всегда так считали. Мы читаем у одного из древних авторов II века, преподобного Феодора Студита, где он называет всего лишь 3 таинства. У других отцов может быть какое-то другое количество. У кого-то 5, у кого-то отличное от этого число. То есть никогда на православном Востоке не стремились указать конкретное количество таинств. И главным, что считалось, это таинство нашего спасения, таинство, которое совершил Христос. У того же преподобного Феодора упоминается таинство крещения, Евхаристия, таинство рукоположения. В древности, например, пострижение в монашество также считалось таинством. Или погребение тоже было таинством. Сегодня их относят к обрядам, хотя все признаки таинств есть и в этих священнодействиях. То есть древняя христианская церковь не стремилась систематизировать, разложить по полочкам конкретно, что является таинством, а что нет. Согласно православного учения, смысл жизни человека заключается в освобождении от власти греха и смерти для соединения со Творцом. Для достижения этого необходимы таинства православной церкви. Их совершают священнослужители, однако благодать в них дается самим Вседержителем. В истории христианской церкви произошел один великий раскол, когда Восточная церковь и Западная разделились. Западная церковь в своем делении не остановилась, возникают протестантские течения, которые считали, что каждый человек может быть священнослужителем. У протестантов и до сих пор нет священства.
И каждый считает и толкует Священное Писание по собственному разумению. В связи с этим происходит как бы размытие понятия, где благодать Божия, а где человеческий произвол. И поэтому со временем и православная церковь устанавливает конкретное количество таинств, ограничивая их числом 7. В некоторых таинствах человек может принимать участие несколько раз в жизни. Например, таинство причастия, исповеди, соборования. А в некоторых участвует только раз в жизни – крещение и миропомазание. В некоторых таинствах он вообще не имеет возможности участвовать. Это священническая хератония. Все эти таинства, о которых мы сегодня вспоминаем, которые есть в храмах Божиих, имеют свои основания в Священном Писании. Они упоминаются в связи с именем Спасителя, или именно им они основаны, или его ближайшими учениками, апостолами. Еще одна важная и удивительная черта, что все таинства когда-то в древности были прямым следствием самого главного события – Евхаристии. И сегодня в чинопоследованиях таинств это видно и прослеживается, что многие из них начинаются тем же самым возгласом, с которым начинается божественная литургия. Или эти таинства и до сих пор включены в состав литургии. Ну, например, рукоположение в священники, в диаконы, в епископы может быть совершено только во время Евхаристии. Другие таинства тоже непосредственно имеют свое отношение к Евхаристии, но со временем сложилось так, что могут совершаться и отдельно. Стоит добавить, что все таинства требуют особой подготовки от человека, душевной и телесной. Нельзя принимать участие в таинствах в состоянии плотской нечистоты. В Республике Башкортостан много красивых городов. К таким городам относится и Бирск. Расположился он на высоком правом берегу реки Белый. Это второй русский город-крепость в Башкирии после Уфы. Он был основан в 1663 году как крепость на месте сожженного во время башкирского восстания села Архангельское. Город Бирск является городом с православными традициями, где на население 12 тысяч человек на 1917 год существовало 5 храмов, 1 большой женский монастырь и 8 часовен. К сожалению, до настоящего времени сохранилось лишь только 3 храма и ни одной часовни. Обилие и хорошая сохранность памятников старины сделали город неповторимым. В его исторической части можно полюбоваться купеческими особняками и сооружениями церковной архитектуры. К таким объектам старины можно отнести и храм казанских святителей. В 1894 году для просвещения инородцев было решено построить храм, в котором помимо богослужений на церковнославянском некоторые фрагменты проходили бы на черемисском и татарском языках. Храм заложили летом 1895 года. Казанско-святительский храм, посвященный в честь святителей Казанских Гурия Варсонофия Германа, строился 3 года. С 1895 по 1898 год. Надо сказать, что это очень быстро, потому что велико было желание и рвение и благотворителей, и простых людей построить этот храм, потому что все-таки он носил миссионерско-просветительский характер. И надо сказать, что на территории современной башкортостанской митрополии в таком стиле этот храм единственный в своем роде. Освящение храма состоялось 4 апреля 1899 года во имя казанских святителей XVI века Гурия, Варсонофия и Германа, известных просветителей и народцев бывшего Казанского ханства. Поэтому и по сей день широко бытует второе название церкви – инородческое.
До революции здесь, как уже было сказано ранее, крестили и просвещали инородцев. Это Магометан, это Черемисов, современные марийцы, и совершали богослужения на их родных языках. Это единственный в Башкирии памятник, построенный в средневековой византийской традиции. Храм этот построен в базилиакальном греческом стиле, и его своды и его красота и убранство по сегодняшний день поражают своей красотой и величием. В 1933 году церковь закрыли, одной из первых в Бирском уезде, а стоявшую отдельно надвратную звонницу снесли. При советской власти храм использовался как только его могли. Здесь был склад, здесь была мини-дизельная электростанция запасная, здесь был склад промышленной и технической соли, которую использовали в поля, которую использовали на дороге. И храм не отапливался, и стены очень сильно впитали в себя вот эту соль, что, конечно, приходилось отдалбливать иногда топорами на большой глубине, это все доставать, потому что через штукатурку соль это проступала и давала свою реакцию. Естественно, она осыпалась и не могла держаться. В 1994 году храм возвращается Уфимской епархии. Престол был освящен в честь святителя Николая Чудотворца. Богослужения стали совершаться в основном в зимнее время. В 2002 году была построена новая кирпичная звонница, и при церкви начала действовать воскресная школа. А в 2010 году храм вновь назван в честь казанских святителей. Надо сказать, что этот храм является одним из самых любимых храмов для православного населения нашего города, потому что в 90-е годы, когда его вернули, в нем стала совершаться служба, проводиться богослужение, начали проводиться таинства крещения, исповеди и, самое главное, служение божественной литургии. Сейчас мы в храме сделали своими силами посильный ремонт. Храм, конечно же, еще нуждается в том, чтобы мы изготовили для него иконостас, заменили крышу полностью для того, чтобы мы могли еще внешние работы провести. Но с Божьей помощью маленечку на месте не стоим, Господь помогает. Вот. И находятся добрые люди, которые оказывают посильную помощь. Опять же, с миру по нитке, голому одежка. В настоящее время установили новые окна, поменяли отопительную систему и электрику. Надо сказать, что этот храм является уникальным, потому что, к сожалению, красота и убранство этого храма не сохранились. Не сохранился иконостас, не сохранился пол в храме, но совершенно чудным образом сохранились полы в алтаре. Орнаменты первозданного храма полностью являются сообразными красоте и архитектурной составляющей этого храма. Потому что этот храм был греческий, мы в свою веру взяли от греков, да, с Константинополя. И для того, чтобы крестить и просвещать иные народы, вот тоже была такая изюминка здесь сделана в Бирске. Хотя, например, Свято-Троицкий кафедральный собор построен в стиле позднего классицизма. А этот храм, он такая базилика, просто большая, такая базилиакальная греческая стилистика этого храма была выдержана. И этот храм является уникальным и единственным в нашей башкортостанской метрополии по своему стилю строения. В нашем храме пребывает местно чтимая икона, чудотворная икона святителя Николая.
по молитвам у которой многие люди получают совершенно чудесную помощь. Есть много свидетельств помощи этого святого, святителя Николая. И даже надо сказать, что крещенные и некрещенные люди все приходят в этот храм. Я сам был свидетелем нескольких совершенно чудных событий и так называемых чудес, когда действительно святитель Николай являл свою милость. Мне вспоминается одна девушка, ребенок, у которой родился с пороком сердца, ему была назначена операция, и когда через месяц уже нужно было делать эту операцию, эта девушка ходила в храм почти каждый день. Придет, поставит свечку, молится, акафист читает или как-то своими словами уже. Часто ее видели. Около иконы святителя Николая она молилась. И потом, когда пришло время уже оперативного вмешательства, в больнице сделали снимок, и снимок показал, что этот дефект, он устранился, что он зарос, просто образовался некий рубчик, такой рубец, а операция уже делать было не нужно. Много можно подобных вещей рассказывать о святителе Николае, но самое главное, по своей вере человек получает исцеление. И святые нас воспринимают от того, насколько горяча наша вера и насколько горяча наша молитва. Также в нашем храме пребывают ковчеги со святыми мощами киево-печерских угодников и других угодников, которые у нас имеются. Но самое главное, что в храме происходит, преображение человеческой души. Когда человек через исповедь, через осознание своей греховности приходит к Богу, через покаяние, потому что другого пути нету. Если человек каким-то образом воспринимает веру или Бога как некий ритуал, поставить свечку и там пойти в храм для какого-то обряда, то, наверное, он мало что получит для своей души. Прежде всего, церковь – это духовная баня. В бане в обычной люди смывают с себя грязь и ощущают потом легкость, на определенный период. Точно так же и в церкви. Люди каются, смывают с себя грязь духовную, грязь своих грехов, и через покаяние их Господь принимает, соединяет опять свои, как сказано в молитве, «Соедини святые Твоей церкви». И человек чувствует некое облегчение, но не для того, чтобы потом снова идти и грешить, а для того, чтобы стараться больше к этому греху не возвращаться. Насколько от него это зависит, насколько его усилия в это направлены. А Господь, как сердцеведец, видит сердце человека. Потому что в церкви человек бывает наедине с Богом, и это его самое настоящее состояние. У человека бывает несколько состояний. И одно, когда он бывает в семье, второе, когда он бывает на работе, в кругу своих коллег, товарищей, и третье состояние, когда он остается один. Когда человек остается один, это самое его настоящее, естественное состояние. И как раз-таки, когда человек в храм приходит, нужно закрыть глаза и вспомнить о Боге, вспомнить о своих близких и попросить Бога о помощи. И совесть, она напоминает человеку о его жизни. Некоторые люди говорят, что им в церкви очень тяжело находиться и молиться. Почему? Потому что когда человек выходит грязный на какой-то свет, то он сразу же видит в себе все эти дефекты. А когда человек находится в темном месте, то эта грязь, она не видна. И поэтому, когда человек приходит в церковь, то грехи, они обнажаются. И все вещи называются своими именами. То есть душа, она хочет очищения. Естественно, это борьба. Естественно, это определенное такое давление, что ли, когда душа просит очиститься. И поэтому некоторые люди думают, что это как-то плохо. На самом деле это хорошо. Что значит, у человека душа живая, и она просит своего духовного исцеления. Но без покаяния, без исправления, без того, чтобы человек сам своими силами и своим направлением своей воли как-то, если человек так не поступит, он ничего не получит. Господь дает только тому, кто приходит сам. И сказано, что сделай Богу один шаг, а Господь к тебе сделает 99.
Сейчас храм во имя казанских святителей Гурия, Варсонофия и Германа живет активной приходской жизнью, и прихожане надеются, что он будет радовать своей скромной красотой и служением на благо народу еще не один век. В конце июля епископ Салаватский и Кумертаусский Николай совершил освящение крестов и куполов Никольского храма села Раевский Альшеевского района. Событие, которого мы так долго ждали, чтобы увенчать этот храм золотыми крестами и куполами, по воле Божией сегодня состоялось. Карантинные мероприятия не давали нам в полной мере осуществить этот праздник. На протяжении 3 месяцев мы осуществляли замену колокольной части храма. Купола и кресты были выполнены из нержавеющего металла с нитрит-титановым покрытием. Как и на Руси, храмы строились всем миром, так и нам здесь помогали люди с разных районов нашей республики, в том числе и с разных областей всей России. Кто-то помогал финансово, кто-то помогал стройматериалами, но также и чувствовалась и духовная, и молитвенная поддержка всех верующих людей. В дальнейших наших планах предстоит замена кровли этого храма, фасада здания, но и также позолочение главного украшения этого храма – это 6-метрового иконостаса. После завершения освящения архипастырь торжественно вручил грамоты прихожанам храма за проявленное усердие и плодотворные труды в делах по реставрации Свято-Никольского храма села Раевский Альшеевского района. 19 августа православная церковь отмечает Преображение Господне. Этот праздник вспоминает о событиях, которые произошли за 40 дней до крестных страданий Спасителя. И Христос, помня о том, что скоро ему надлежит пострадать за весь род человеческий, призывает 3 ближайших учеников – Петра, Иакова и Иоанна, и поднимается на Елеонскую гору, где пребывает в молитве, и происходит необычайное событие. Лик Христа и его одежда преображаются. Они начинают сиять неземным светом. Яркий свет исходит от Спасителя, и ученики в страхе падают вниз своими лицами, боясь даже посмотреть на своего божественного учителя. Господь показывает своим ученикам, прежде взятия его на распятие и на смерть, что Он совершает все это добровольно, что Он подлинный Бог, для того, чтобы утвердить их веру, потому что грядущие события могли поколебать веру многих людей. В народе этот праздник называют Яблочным Спасом. В этот день верующие несут в церковь для освящения первые собранные яблоки, виноград и другие плоды. Во всех храмах 19 августа проходят праздничные богослужения. В этот день священнослужители одеты в белые одеяния.